Они не осознают этого. Они берут его, покупают свою мечту, потом говорят, потом отдадим, что-нибудь будет. Заработаем, отдадим. А потом это станет хомут на шее, и это проблема, и нервы, здоровье и так далее. Посмотрите, богатые что делают? Богатые всегда привлекают инвестиции. Они не берут долг. Кто понял разницу? Что такое инвестиция? Они создают правильную систему, которая деньги принесет. Тогда под эта система привлекает чужие деньги, перед этим сами зарабатывают и другие зарабатывают. Они не берут долг. Никогда не брать долг. Привлекай инвестиции, это можно, но не бери долг. Она тебе не нужна. Привлекай инвестиции. А просто привлекать инвестиции не получится. У тебя должен быть план. Ты должен иметь точный план, как приумножать эти деньги. Если нету плана, чтобы ты чуть-чуть заработал хозяин денег, зачем это делать? Тогда не ты вернешь деньги, система вернет деньги. Кто понял? Не ты возвращаешь эти деньги. Что возвращает эти деньги? Система. А представьте, если ты сам пойдешь на работу, зарплата работать и вернуть эти деньги, это ужас. Это нереальная вещь. Дальше. Бедный рассматривает каждый аспект жизни отдельно. Что это значит? Каждый аспект жизни отдельно. Знаете, у большинства бедных людей во многих параметрах их жизни есть недостатки. Потому что они либо выбирают, они говорят, знаете, что говорят? Они говорят, либо карьера, либо счастье. Карьеру поднимает, смене счастья исчезнет. Смене счастью создадут, карьера исчезнет. Вы встретили таких? Или там, понимаете, они смотрят аспекты жизни отдельно. Если вот выбирает карьеру, столько работы, что здоровье полностью изнашивает. И говорят, время нету заниматься здоровьем, нет, там, мне надо. И получается, что один аспект жизни развивает, другой потеряет. Им кажется, что в бизнесе надо быть честным. Они говорят, а в семью можно врать. Ничего страшного, можно там врать. Вот, знаете, они иногда разделяют людей. С этим надо быть честным, а с этим можно иногда. Ну, ничего страшного. Потому что они все разделяют. Нельзя так делать. Смотрите, богатые что делают? Богатые считают, что аспекты жизни неразделимы. Ребята, я снова повторю. Жизнь, она неразделима. Не разделяйте его по кусочкам. Чем больше вы его разделяете, тем сложнее станет вам добиться успеха. Жизнь неразделима. Не разделяйте его. Никогда не разделяйте. Ты справедливый человек, везде будет справедлив. И по отношению к детьми, и по отношению к жене, и по отношению к партнера, и по отношению к клиента, и по отношению к родственника, и по отношению к... Везде будет справедливым. Так не бывает, что ты здесь справедливый, а здесь хитрый. Жизнь неразделима. Не дели его нигде. Нигде не дели. Не надо здесь хитрить и там благородно, благотворительство делать. Как это понимают? Я отсюда там халтурничаю и там смываю грехи. Кто тебе так сказал? Так не бывает. Жизнь неразделима. Не дели его. Тогда ты большего добьешься. Ты станешь успешным во всех параметрах жизни. Я много лет назад, в 2001 годах начал, в 98 годах начал, в 2001 годах начал уже по масштабно тренинги вести. Да? Всегда говорю, что надо все параметры жизни развивать. Много людей пытались меня убедить, что это невозможно. Ребята, я так живу. Я так благодарен Аллаху. Честно говорю вам. У меня прекрасная семья. Прекрасные дети. Хорошие бизнесы. Хорошие друзья, хороший коллектив. Понимаете, у меня очень хорошее здоровье. Правда. И мозги не совсем плохой. И мордичка тоже совсем неплохой. Я этому философию верю, ребята. Не раздели жизнь. Духовные параметры жизни. Верь в Бога, служи Богу. Не говори, что когда-нибудь наступит время, потом я это делаю. Нет. Сейчас надо начинать делать. Все параметры жизни потихонечку находи время. Для друзей найди время, для родни найди, и для бизнеса найди, для самореализации найди. Найди время книгу читать. Не говори, что времени нет. Там в базаре надо каждый день сидеть.
Нет. Ты все потеряешь тогда. Больше всего создай себя. Все параметры одинаково. Не надо говорить, что ой, время нет. Нет, время найди для все. Иначе твоя жизнь бессмысленна. Потихонечку, во все параметрах. Постараться надо. И к родственникам зайти. И к нуждающимся внимание оказать. Баланс держать. Духовная сторона, материальная сторона. Во всех параметрах баланс держать. Это возможно. Это реально возможно. Просто нужно для этого все правильно самому организовать свою жизнь. Управлять свою жизнь. Это зависит от самого человека. Ты сам можешь как организовать эти вещи. Дальше. Бедный мыслит мелько. Очень мелько. И можете писать очень мелько. Правую руку поднимем, повторим за мной. Нельзя подойти к океану возможностей чайными ложками. Поверьте, большинство людей, которые имеют бедное мышление, они идут как жизнь – это океан возможностей. Они идут чайными ложками. И поэтому столько и получают. Но вы представьте, пошли океан, вам надо воду взять. А у вас нету ничего, кроме чайной ложки. На что вы возьмете? Вопрос, на чего вы возьмете? Господь говорит, ну и ладно, возьми. С чем пришел? Потому что Аллах милостивый, Его изобилие, Его богатство, она безограничена. Кто говорит, что Он не дает? Да Он всем дает. Очень важно понимать этого. Это очень важно понимать. Смотрите, богатый мыслит категория масштабно мыслит. Сидит, думает масштабно. В итоге все равно получаете то, о чем вы думаете. Сейчас мы будем говорить очень важную вещь. Хорошо? Правую руку поднимаем. Хорошо? Осанка ровно. И говорим. Человек. Сегодня нет, завтра. Когда-нибудь. Когда-нибудь. Все равно. В конечном итоге оказывается там, где его мысли. Внимание, снова повторим. Человек. Сегодня нет, завтра. Когда-нибудь. Когда-нибудь. Все равно. Оказывается там, где его мысли. Ребята, это истина. Что у вас сегодня в голове, даже если у вас ничего нет, но если вы в голове это держите постоянно, это однозначно будет. То, что у вас сегодня есть в вашей жизни, если вы оглядите назад, это то, что вы раньше думали. Что у вас сегодня есть, что появилось в вашей жизни, это все то, что у вас было 5 лет назад, 10 лет назад в голове. Она и есть у вас в вашей жизни. Основной секрет и основной, можно сказать, талант человека в этом. Вы должны это понимать. Научитесь думать масштабно. Чем масштабнее вы думаете, тем ваша жизнь еще масштабно изменяется. Растет, процветает. Дальше. Родные мои, не допускайте в голове никогда плохие мысли. Не допускайте. Бедные, не уверены в себе и в своем будущем. Бедные не уверены в себе и в своем будущем. А почему они не уверены в себе и в своем будущем? Вот скажите мне, пожалуйста, послушайте меня, пожалуйста. Внимание. Как вы думаете, я однажды сидел, задумался. Мой тренинг посвящает 50 человек. 5 или 10 из них хорошо делают, чему я учил. 20 из них или 30 не делают. Но где-то 10-15 из них средне делают. Где-то средне еще 20 из них не делают. Я всегда сидел и думал, почему они не делают? Как вы думаете, почему? Потому что они в себе не верят, что у них это получится. Кто понял? Не потому, что это им не надо. Не потому, что они этого не хотят. Только потому, что они не верят в себе, что
они смогут это справиться с этим. Ребята, если вы чувствуете, что у вас веры не хватает, надо его развивать. Как? Я сейчас расскажу, как. Что помогает укреплять веру? Единственное, что сильно укрепляет веру, это результат.